Добрый вечер, дорогие друзья. Приветствую вас на канале Нохчи Films. Сегодня у нас в гостях председатель Чеченского отделения Союза кинематографистов России Хидаев Харам и народный артист Чеченской Республики Джамалдинов Ислам, он же и кинорежиссер. Для начала хотел бы, Ислам, тебя спросить. Лично от себя вопрос. Как народный артист Чеченской Республики в итоге стал кинорежиссером? Я бы ответил так. Да. Стать режиссером – это большой труд, и опыт должен быть, чтобы стать режиссером. Но я стараюсь быть им, стать режиссером, скажем так. И чтобы люди не подумали, что я оставил ту работу, творческую деятельность, скажем так, артистическую, скажем так. А что послужило ключевым моментом перехода? То есть я совмещаю это. С 2014 года, можно сказать, вот, я полюбил это дело. Начал поинтересоваться, смотреть, кто как что делает. В итоге делал один, скажем так, полноценный короткометражный фильм. Я видел. И хочется переключиться на Харуна Хидаева. Можете рассказать немного о себе и о мире кино? Когда меня объявляют как председателя Чеченского отделения Союза кинематографистов, мне сразу задают вопрос: а что, у нас есть Союз кинематографистов? На что я отвечаю: мы только начинаем создавать Союз кинематографистов. Официально мы существуем с 2022 года. До этого у нас председателем был Дагуд Амаев, но как такового союза у нас не было, ему и времени не было, чтобы заниматься чиновной работой. И когда стал вопрос вообще о существовании союза в нашей республике, хотели ликвидировать как организацию, потому что возглавить его не было уже, из молодых уже не было никого, из старых я с Хакишевым вдвоем остались. И мне не до этого было, честно говоря, но когда я до этого был знаком с молодыми нашими кинолюбителями, среди которых очень много интересных ребят, и мы просто лишались той связи с Союзом кинематографистов, которая какие-то преференции давала, какую-то помощь они оказывают регионам, организации союзов, региональных союзов. И эту помощь мы просто лишались, если организацию нашу ликвидировали. И просто, чтобы сохранить эту организацию, я согласился возглавить наш союз региональный. И мне просто волей-неволей пришлось сейчас заниматься кино в нашей республике. И я скажу, что на сегодняшний день я не жалею об этом. Хотя это очень сложно. У меня нет никаких ресурсов, ни финансовых, ни бюджетных. Вообще материальной базы нет никакой. Но есть очень интересные люди, которые очень хотят заниматься кино, умеют заниматься кино. Но им нужна помощь. Чтобы эту помощь оказать, моя задача как председателя Союза регионального в этом и состоит. И я просто хочу эту помощь, насколько у меня хватит здоровья и ума, эту помощь я постараюсь нашим молодым кинолюбителям оказать. Действительно, у нас очень много талантов, как сценаристов, так и художников и писателей, которые именно кино хотят заниматься, снимают короткометражки, какие-то свои ролики, но хотят проявить себя в большем, и нет у них ресурсов, например. Куда им себя заявить, где им или кому им себя заявить, чтобы они могли себя реализовать в кинематографе ЧР? Я хочу просто подчеркнуть, насколько значимо сегодня кино.
в нашей республике особенно мы сегодня как нация востребованы во всем мире после этих военных событий. Наши национальные, наш менталитет, наши национальные обычаи прозвучали во всем мире, и большой интерес проявляют вообще к нашей республике во всем мире. Поэтому кино очень важно именно для нас, чтобы мы могли оперативно рассказать о себе, рассказать о своих обычаях, о своих особенностях, о красоте нашей природы, о нашей истории. И чтобы вот этот весь пласт, который лежал до сегодняшнего дня, чтобы разработать вот этот пласт, нам необходимо воспитать нормальное, хорошее, качественное кино. И я убедился вот за эти 2-3 года, я практически познакомился со всеми любителями кино от самых младших классников и до уже зрелых ребят. И я уверен, что мы сегодня сумеем создать команду для того, чтобы начать создавать свой кинематограф. Это очень сложная задача, но прежде всего люди создают кино, потом уже всякие там финансовые проблемы решаются уже на ходу. Но и эти проблемы тоже мы вполне можем решить. Мы имеем все возможности сегодня, чтобы создать хорошую команду для кинопроизводства. В наших соседних республиках, у них традиции давние, и они воспитали в свое время и специалистов во всех областях кино. Поэтому мы очень рады за них. У них на должном уровне уже существует кино. Я имею в виду Дагестан, Осетию, Ингушетия очень хорошо себя показывает. У них тоже целое поколение специалистов воспитано. И они очень успешно работают в этой области. И мы, конечно, не должны отставать от своих соседей. Тем более, что они готовы нам и помочь. Они тоже, как сообщество Союза кинематографистов, готовы всячески нам помогать. Чем мы и будем, конечно, пользоваться. Поэтому я считаю, что сегодня мы в таком состоянии, когда мы уже должны заявлять о себе. Хотя вот первые работы, которые мы представили на фестиваль, на несколько фестивалей мы уже представили работы, которые завоевали какие-то призы, какое-то внимание уже они обратили на себя. Это очень радует, и это первый фундамент для дальнейшего развития нашего кино. Я думаю, что при определенных условиях, главный вопрос, конечно, при создании фильма – это финансы. Без финансов мы не можем даже элементарные короткие метры снять. Но, в принципе, этот вопрос можно решить. Есть масса возможностей через Министерство культуры России, через фонд кино. Там есть масса грантов, есть конкурсы, где мы можем участвовать. Это очень сложная процедура, но вполне нам доступная. И если мы просто найдем вот этот выход вот на эти ресурсы, а мы их найдем обязательно, кто ищет, всегда найдет, кто стучится, тому откроют. И я думаю, что мы и этот вопрос сумеем решить. И я полон оптимизма, что мы сумеем в ближайшее время создать свое кино. Мы, в принципе, уже создали его. Я вам сейчас могу назвать несколько работ, которые вот Ислам сидит передо мной. У него очень интересная работа, художественная работа. Я считаю, что он
на очень интересном уровне показал себя. Есть у нас Ахмед Аюбов, который снял тоже очень интересный документальный фильм, который мы представили на фестиваль, и он завоевал приз, достойно завоевал, не потому, что там Ахмед красавец там, или я там повлиял. Это вполне по своему творческому уровню очень интересный фильм был. Поэтому я думаю, что первые шаги мы уже сделали, и эти шаги успешные. Вот так я могу ответить на ваш вопрос. Адам, я бы хотел задать вопрос Исламу. Они недавно показали нам фильм, «Подарок» называется, короткометражный художественный фильм. На мой взгляд, очень интересно он представлен. Необычная тема. Обычно у нас или героические какие-то исторические ленты снимают. Они обратились к такой лирической теме. Ну, бытовая она примерно так. Но она очень интересно решена. У меня вопрос возник. Ислам, как вы пришли к этому сюжету и как вы снимали этот фильм, если можно, там, в нескольких? Мы с ребятами, с командой сидели в офисе. Это был, наверное, начало месяца декабрь. И как-то мы какие-то разные проекты обсуждали, и как должна компания работать, что они должны делать все вместе. Обсуждали вот такие вопросы и моменты. И Аиса Абаев, сценарист, который, он говорит, он заявляет, что если было бы хорошо, если бы мы смогли вот на Новый год что-то снять короткое. И он мне это говорит. Я говорю, там 3-4 человека нас. Я говорю, ребята, если вы будете упорно работать, не надоедая это все, то я сделаю все, что в моих силах, чтобы реализовать вот это все. Они говорят, что с нашей стороны проблем не будет. Мы не дадим заднюю. И я хорошо решили вот этот вопрос. Значит, сюжет вам предложил ваш сценарист? Нет. И возник второй вопрос. А про что мы будем снимать? И они начали смотреть друг на друга, скажем так. То есть это не значит, что у них не были вот идеи, сюжеты. Были. Просто как старший среди них, они хотели, наверное, чтобы я что-то сказал. А я ждал, чтобы из них кто-то выдвинул свою кандидатуру, как говорится. Но мне пришлось. Они, не знаю, каждый. Я сказал, ребята, у нас очень много разведенных супружеских пар. Соответственно, дети страдают. Их не дети. Они или с мамой, или с папой. В данном случае наш менталитет таков, что дети должны оставаться с отцом и видеться с матерью. Но бывают исключения, что отец не разрешает, некоторые не разрешают видеться с матерью, детям, скажем так. Давайте снимем про это, я говорю. И Айса говорит мне, ладно, про это снимем, а сюжет какой? Как сценарий-то должна быть? Развиваться как должна? Я говорю. То есть объяснил я ему. Кино называется «Подарок». Давайте будем делать так, чтобы... я здесь в деталях подаваться не стану. Там, для главной героини приезжает подружка из Казани. И
И эта подруга, из-за нее она смогла увидеться с дочерью, скажем так. Вот в конце вот такая тема должна быть, Айса. Давай про это будем снимать, то есть писать сценарий. И он за 2-3 недели написал сценарий, первый черновой вариант, и доработал он ее. Вот так и мы ждали снега, не было. Вот как начали, пошел снег. То есть у нас такой момент технический. И с первым снегом нужно было сразу начать съемки. Да, но мы не дождались. Ислам, я считаю, что вы задумали как такую бытовую обычную тему, вы начали снимать этот фильм, и этот фильм у вас стал таким философским обобщением нашей жизни вообще, и очень интересный срез жизни вы показали нашего общества. Ну, у нас есть вот такие проблемы семейные, вот именно Есть, поэтому мы решили снять про это. Допустим, есть много талантов в Чеченской Республике, то есть которые рисуют анимации, которые очень круто пишут сценарии, которые и сами очень хорошо снимают ролики, по цветокоррекции могут сделать, там спецэффекты делают на уровне того, что мы, например, привыкли видеть в кинотеатрах. Есть такие таланты, но нету, на мой взгляд, или может быть есть, нужен центр, где такие творческие люди, любители кино, они объединяются, находят друг друга, находят ресурсы для реализации своих проектов, находят финансирование для реализации своих проектов, да? И нужен такой центр, а может он уже есть. Я отвечу на этот вопрос. Я вначале уже сказал, что мы создали, я согласился возглавить чеченское отделение Союза для того, чтобы этот центр создать. Потому что для меня очень интересны были ребята, которых я уже знал и по их работам, по их горящим глазам. И мне очень хотелось им помочь. Вот эту задачу я взял за основу. И вот с этой задачей я сегодня и ношусь. И на сегодня мы уже создали, ну именно для этих целей мы создали киноклуб «Другой ракурс», куда мы сейчас вовлекли где-то человек 30 именно людей, связанных с кино. Они разного уровня, разного опыта, но это люди, которые хотят заниматься и учиться снимать кино. Это очень ценно для нас. И у нас есть все ресурсы, чтобы их обучить. У нас есть возможность пригласить любого мастера с любого региона, и из Москвы, и из Питера, что мы и делаем. Я уже несколько таких мастер-классов провел с приглашением из Москвы специалистов высокого уровня. У нас здесь провели несколько дней преподаватели в ГИКах, которые провели мастер-классы с нашими телевизионщиками, с нашими любителями кино. И эту практику мы можем продолжать. Это учебная база для наших молодых кинолюбителей. И мы обязательно этим будем и дальше заниматься. Но не только это. Они друг от друга учатся. У них есть разного уровня. Ребята занимаются кино, но кто-то уже наработал какой-то опыт, кто-то только нарабатывает. Но тот, кто свой опыт уже наработал, тот может делиться с начинающим. Это тоже очень важно и очень помогает начинающим особенно. Вот в таком коллективе и зреет как мастер-человек. Вот это важно. И эту задачу мы основу своей работы поставили. И сегодня с большим интересом у нас проходит заседание киноклуба. Мы берем фильм какой-нибудь уже определенный какой-то. Мы его просматриваем,
обсуждаем какие-то недостатки, если есть, или какие-то достоинства этого фильма, чтобы наши присутствующие знали, что нужно для кино и что не нужно, от чего нужно избавляться, что нужно сохранять. Поэтому это тоже своеобразная школа. И мы, пользуясь случаем, хочу сказать для наших зрителей там, или кто у нас там, подписчиков, что наш киноклуб с большим удовольствием приглашает всех, кто имеет интерес к кино и хочет заниматься в нашей компании там, или в нашем сообществе. Мы оставим телефон, и мы всегда будем рады принять, помочь всем любителям кино. Это уникальная возможность, я считаю. Человек, который у себя в голове, представляет себе свой фильм, он у него расписан, есть план, все есть, кроме ресурсов. Он может обратиться по номеру, найти единомышленников, и, может быть, он реализует свой фильм. Может, да, конечно, тут вопросов нету. Мы, конечно, поможем и вопросы, и консультировать какие-то его работы мы можем совместно обсуждать. Какие-то варианты помочь человеку мы всегда найдем. Ислам, я бы хотел, я-то немного осведомлен, а может для зрителя будет интересно узнать, какие ресурсы у вас есть для съемок. У тебя, кажется, есть и камеры, и свет, и звукозапись. То есть все для кинопроизводства у тебя базово имеется, да? Я правильно понимаю? Да, имеется. Есть у нас такие возможности. Самое главное, специалисты у нас есть. Главное вот это, а даже и не камера. Камера — это последнее. Инструмент. Да, да. Очень интересно, и для меня это неожиданно и приятно. Значит, я могу опираться на вашу киностудию, если у меня какой-то проект будет. Всегда, пожалуйста, можете. Спасибо. Харун, в вашем киноклубе другой ракурс. Я сам присутствовал. Там идется просмотр фильма, критика положительные, отрицательные стороны. И если бы я, например, снял свой фильм, и мне перед тем, как на публику все выставить, я, например, не хочу опозориться в каких-то моментах, да, и я хочу перед тем, как выставить свой фильм, согласовать его и выслушать профессионалов. Могу я отправить вам, например, на электронную почту или куда-то еще, чтобы вы оценили, несли правки, дали какие-то мудрые советы? Конечно, основная задача нашего киноклуба и состоит в том, чтобы помочь начинающему автору определиться по качеству не только идейному, художественному, и все стороны его работы мы обсудим, подскажем, если какие-то недостатки там есть. Мы поможем ему исправить все это дело. Более того, мы можем, если работа достойная, мы можем дальше его рекомендовать на фестивали, на какие-то кинофорумы и так далее. Мы, конечно, с удовольствием любого начинающего кинолюбителя мы в обнимку принимаем. Допустим, я финансист, занимаюсь каким-то бизнесом, есть у меня деньги, чтобы снять фильм мечты, который я бы хотел снять. Но у меня нету никаких навыков кинопроизводства, нету представления, как это в принципе на всем что порядке делается. Но я хотел бы, например, доверить это вам, Союзу кинематографистов ЧР, и вам, Ислам, в кинопроизводство. Вместе, я так понимаю, вы можете снять фильм по заказу. Конечно, какие вопросы? Если есть интересный проект, и он соответствует и идейным содержанием своим, нашим интересам соответствует, конечно, мы его поддержим, найдем и в лице кинокомпании, которая возглавляет Ислам. Если нужно еще кого-то подключить, мы
по всей России имеем связи, контакты с ведущими кинодеятелями нашей России. И любого из них мы можем попросить, подключить и реализовать любой проект, если тем более он подкреплен финансами, там вообще все упрощается. Кинокомпания «Джамалдинов фильм» для этого и создана. Мы себя обязываем заниматься этим делом. И мы будем, иншаллах. Полнометражные фильмы художественные. Какие сериалы можно сделать вот с этой командой? Ну, например, я хотел бы, чтобы у нас был какой-либо сериал, не просто какой-то фильм, который один раз выстрелит, а сериал, который с каждой серии воспитывает поколение. Потому что один фильм один раз выстрелит, да, а сериал с каждой серии держит во внимании и воспитывает своего зрителя. Мы на таких сериалах тоже росли, да. И это коммерчески тоже можно подкрепить. Финансист может также дополнительно спонсора подключить в сериалы. Мы на примере турецких сериалов увидели такие успехи. На примере Эртугрул, да, и других сериалов. Они же тоже подкреплены спонсорами. Мы после каждой серии видим логотипы компаний, которые вкладывались в эту серию. Мы можем, не уступая им даже, я бы сказал, но главное не делать одну серию 2 часа подряд. Ну, обязательно. Но нам будет очень сложно и трудно отвоевать, скажем так, зрителя от привычного, скажем так, от привычных вот этих турецких сериалов, вот, на чеченский сериал вернуть, скажем так, нашего зрителя. Это будет очень трудно, я думаю. Почему? Потому что мы не привыкли видеть нашу кино собственную. И мы почему-то не допускаем этого. Это, с одной стороны, проблема, и мы должны решать вот эту проблему, я так думаю. Ну, если мы говорим о сериале, вы приводите пример, на мой взгляд, самый неудачный. Мыльные мелодрамы сегодня для нашего общества, может быть, они и будут представлять какой-то интерес для просто времяпрепровождения, но какой-то начинки идейной там нету. Они созданы для домохозяек, чтобы они при мытье посуды там отвлекались от посуды. Турки обеспеченные люди, я имею в виду во всех отношениях, в культурном, экономическом, политическом. А мы слишком много обязанностей имеем перед своим народом, перед своей историей, которая просто лежит неразработанная, нетронутая. И вот эти пласты, пока мы не разработаем, пока мы это все не преподнесем своему народу или широкому зрителю иностранного там происхождения, наша первоочередная задача в этом. А к таким мыльным драмам мы перейдем, наверное, потом. Но я думаю, что к этому тоже кто-то придет, но не наше поколение. У нас для нашего поколения слишком много своих проблем, чисто национальных, исторических проблем, которые нам необходимо решить. Проблема в том, что вот наша вот сегодняшняя вот аудитория, скажем так, зритель наш сегодняшний, с нас требует именно вот это кино, скажем так, как такого формата, такого жанра вот турецкого. Вот этим заключается и наша проблема. Вот, поэтому я говорил. Будет очень трудно. Молодежи. Будет очень трудно, я поэтому сказал. Вот. Я понимаю, о чем ты говоришь, Ислам, но зритель потребляет то, что ты ему предлагаешь. Если ты на хорошем уровне снимешь какой-то социально насыщенный фильм, какой-то исторический фильм на нормальном уровне, он его, конечно, воспримет.
А фильмы, над которыми и думать не надо, просто смотри и сопереживай, они очень легкие для восприятия. Человек не должен думать там, просто смотреть и сочувствовать. Это легко. Конечно, напрашивается именно исторический сериал. Я думаю, что сегодняшняя наша задача именно исторические наши какие-то факты. Мы многие факты не знаем, мы их теряем, не просто не знаем. Если мы сегодняшнее наше поколение не раскопает нашу историю, которая уже почти пропала, не преподнесет своему народу, она так и останется или вообще исчезнет. Вот в чем наша проблема. Для нас очень важно сегодня всю нашу историю преподнести нашему народу в форме кино. Ну, тогда, Ислам, у меня напрашивается вопрос. В кинопроизводстве, что сложнее реализовать, современный фильм или исторический? Потому что, по моему опыту, исторический фильм снять очень дорого, очень сложно из-за визуала. Снять исторический фильм, тем более сериал, это очень, очень трудно, я бы сказал, наверное, вдвойне, чем современный. А почему? Потому что тебе надо создавать исторический быть, скажем так. Да. Целый исторический мир тебе приходится создавать. Да, при этом настолько подробно, потому что если деталь там выпирать, это все портит всю картину. И одежду, и социальное положение, все. Короче. Исторический фильм – это целая научная работа. Там должны быть обязательно и ученые, историки, и археологи, и все, которые ту эпоху, которую ты хочешь представить, знают. И ее нужно воспроизвести. У нас, к сожалению, не всякая эпоха еще изучена даже в бытовом смысле. Харон, еще язык чеченский был не то, что мы сейчас говорим. Совершенно, пусть и слова не другие, но произношение вот этих слов, скажем так, чеченских, совсем процентов, скажем так, 60 по-другому был наш язык. Я так думаю. Почему? Потому что у чеченского языка имеется вот два, как называется, элемента, скажем так. И мелодия, и характер. Мы вот сегодня говорим на чеченском языке как бы, как на русском языке, скажем так. Я понимаю. Никаких там различий нету. Просто на чеченском языке слово и на русском. Все, в этом разница. Но есть и другие моменты. Мелодика есть, характер имеется. Я почему это говорю? Потому что, чтобы снимать вот исторический фильм, это тоже очень сложная работа. Вот поэтому я это говорю. Исторический фильм должен быть на чеченском языке, я так думаю. Вообще все фильмы, если мы сейчас о языке заговорили, вообще все фильмы, которые о нашей жизни, должны быть обязательно на чеченском языке, для того, чтобы зритель, не чеченский зритель, мог еще дополнительную информацию получить о мелодике нашего языка, о звучании его. Это не только не ухудшит восприятие фильма, наоборот, дополнительный интерес будет у зрителя. Я хочу привести вам пример. Вот Татарстан. Они все фильмы снимают обязательно на татарском языке. И даже фильмы, которые у них там демонстрируются, а у них до сегодняшнего дня сохранились и кинотеатры, они обязательно переводят на татарский язык. Это уважение к своему языку и
способ сохранения своего языка. Это очень важно. Поэтому все фильмы, которые у нас будут сниматься, мы будем рекомендовать. Если исторический чеченский фильм выйдет на широкий прокат, например, по всей стране, это же не проблематика, потому что можно сделать закадровый перевод. Конечно, даже интереснее. Перевод, субтитры, в конце концов. Значит, я еще раз подчеркну, я с большим уважением отношусь вот к татарской интеллигенции, которая всеми способами сохраняет свой язык и уважение к этому языку. Мы должны этот пример обязательно взять во внимание и его использовать в своих работах. Харун, по-вашему, насколько сильно фильмы, кино в целом влияет на общество, поведение? У Ленина есть крылатая фраза: важнейшим из искусств является кино. Это во времена революции, когда кино только зарождалось. Тогда, по-моему, братья Люмьеры только изобрели этот аппарат, и он в самом примитивном виде мог все-таки какие-то действия на экран проецировать. Но тогда начали выходить первые немые фильмы. За каких-то несколько лет советской власти большевики создали идеологию, которая народные массы настолько накачала, настолько организовала, что люди шли на смерть ради идеи большевиков. И это все было через кино воспитано. Настолько велика роль кино в обществе еще тогда было известно. А сегодняшнее кино, которое доступно и технически, и идеологически, и если мы сегодня все его возможности используем на все 100%, мы за очень короткий период сумеем решить все свои, особенно национальные вопросы, идеологические вопросы именно нашего народа, которые мы, к сожалению, упустили в связи с событиями, которые были не в далеком прошлом. Поэтому для нас настолько важно сегодня иметь свой кинематограф. Мы поэтому собираемся с вами, поэтому стараемся сорганизоваться, чтобы все вопросы, связанные с нашим народом, доносить до международного сообщества средствами кино. И я думаю, что только этот путь даст нам короткое время решить все наши и эстетические вопросы, и идеологические вопросы, и все, что связано с нашим народом, и вся та идеологическая грязь, которая, к сожалению, на нас лилась годами, мы от нее должны очиститься, и в этом плане только кино нам сможет помочь, как хороший душ, наверное, для освобождения от всех негативных наносов на наш народ. Поэтому я считаю, что мы обязательно должны всем сообществом обратиться к возрождению нашего кино. Можно ли... Знаешь, я писал дипломную работу в далеких студенческих годах о том, чтобы книги наши, в которых вся наша культура лежит мертвыми книгами, их нужно превращать в визуал, то есть анимационные фильмы и другие произведения, которые, как яркая картинка, нравятся нашим поколениям детей. Можно ли взять эти книги и превратить в фильмы? Насколько это сложно будет? Сложности, конечно, имеются, но можно. И я так думаю, что нужно. Почему? Потому что наша сегодняшняя молодежь
они рядом с родителями очень мало времени проводят они. Они где-то в черте города или в центре города, или где-то в поездках куда-то, на курортах. Очень мало времени они проводят дома, скажем так. Поэтому в связи с этим именно нашу культуру, скажем, то есть наши адаты, они не знают именно, я так думаю, это одна из нескольких причин. Но молодежь наша, они в большинстве своем, они смотрят в кино. Кино смотрят они. Вот через кино, как Харун говорит сейчас, мы смогли бы донести до них вот как что должно быть, то есть поучительные вот сериалы, если снимать, если мы сможем этого делать, это будет очень большое дело, по-моему. Я так думаю. Если захотеть, мы сможем. Ну, а мы хотим. И в завершении нашего подкаста у меня остался последний вопрос. Что бы вы хотели пожелать будущим художникам, сценаристам, талантам, которые будут обращаться к вам за тем, чтобы реализовать свои идеи, создавать кино? Что бы вы им хотели пожелать? Ну, во-первых, хочу сказать, что наша задача сегодня воспитать как можно больше специалистов в области кино. Для этого у нас есть все возможности. Если какие-то вузы в нашей стране, в России, по линии кино, там в ГИК есть у нас, есть институты, которые имеют факультеты кино. И есть у нас желающие обучаться в этих вузах в сфере кино, мы готовы помочь им. У нас есть прямые контакты с этими вузами. Мы обязательно постараемся помочь этим ребятам, если они решатся пойти по этой профессии. Это одно. Второе, если они хотят все-таки в нашем сообществе где-то проявить свои таланты, свои возможности, мы тоже готовы им помочь. Все вопросы, связанные с их образовательным процессом, будет ли это на базе вузов или каких-то курсов, мы готовы идем навстречу всем любителям кино. Добро пожаловать. Я еще раз дам свой телефон, и ваши обращения не останутся без внимания. А так, всем желаю интересоваться кино, смотреть кино и заниматься кино. Пожелания всем талантам, будь то режиссерском направлении, там, операторском, монтажном, ну, как в любом направлении, всем желаю удачи, обращаться к Харуну и кинокомпании Джамалдинов фильм. Вот, мы будем только рады, если талантливые ребята, я думаю, у нас есть, у них будет возможность. Желаю им удачи. Благодарю гостей за то, что уделили время и пришли на данный подкаст. Надеюсь, этот выпуск будет очень благотворным. Желаю всем удачи, всем тем, которые в будущем тоже будут заниматься кино и будут делать хиты, да, Аллах. Ну и еще увидимся на следующих выпусках, иншаллах.